все это потребовало от нас создания единого ресурса, который бы позволял все меры объединить в республиканскую программу, которая в пилотном режиме начинает работать. Единый портал стал ответом на запросы от участников СВО и их родных, сообщила вице-премьер Лейла Фазлиева. Он объединил все меры поддержки, которые доступны в Татарстане, пока интернет-ресурс работает в пилотном режиме. Запуск сайта позволит нам с вами обеспечить всех участников специальной военной операции и членов их семей необходимой информацией по той или иной мере, а также избавить от лишнего поиска этой информации в министерствах и ведомствах Республики Татарстан. Пилотный режим необходим для того, чтобы мы имели возможность, уважаемые коллеги, получить обратную связь по итогам тех мер, которые сегодня предлагаются, и опять-таки увидеть адресную необходимость в оказании помощи по тому или иному вопросу. Теперь все меры поддержки объединены на портале «Забота о своих» и разделены на 3 категории – участникам СВО, их семьям и детям. Для примера выберем последний раздел. Вверху видим ключевые слова. Выбираем «Детский сад» и видим, какие меры поддержки полагаются. Здесь подробно разъясняется, какие документы необходимо собрать и куда с ними обратиться. Меры поддержки делятся на федеральные, республиканские и муниципальные. На уровне страны действует целая система выплат. Так, ветеранам боевых действий ежемесячно положены 3896 рублей. Потенциальных получателей в республике 2377. Выплата Героям России 83,5 тысячи ежемесячно. Беременные жены мобилизованных могут получить единоразово 36 тысяч рублей. По Татарстану это 156 женщин. Есть и различные пособия на детей. Мать, опекун или другой родственник имеет право уже на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего до 3 лет. И на сегодняшний день ежемесячная выплата составляет в размере 15 548 рублей. Среди республиканских мер поддержки разовая выплата 360 тысяч рублей бойцам батальонов Алга и Тимер, несовершеннолетним детям участников СВО единовременно 20 тысяч рублей. Также положена субсидия на проведение газа в дома военнослужащих. Либо участник СВО является собственником данного помещения, либо он является членом семьи собственника данного помещения, но обязательно условия, они должны быть прописаны в этом доме. Мера достаточно популярна и очень активна. Сейчас ребята возвращаются и подают заявление на компенсацию в пределах 100 тысяч рублей. Как отметила Гузель Удачина, с начала работы филиала Фонда «Защитники Отечества» к ним поступило больше 4000 обращений. Больше всего от родных участников СВО. Многие хотят узнать, какие меры поддержки им положены. Другие сталкиваются со сложностями при их получении. Например, трудно оформить нужные документы. Командир воинской части, который условно находится в городе Севастополе, говорит, а мы обычно такие справки даем, никакую другую мы предоставить не можем. Поэтому вот здесь, в принципе, наши социальные координаторы выступают в качестве такого, скажем, медиатора, между воинской частью и социальной защитой, потому что у нас одна общая задача и цель, чтобы эта мера поддержки, которая на самом деле этой семье положена, чтобы она была предоставлена в максимально короткий срок. Сложности возникали и у военнослужащих, получивших ранения. Сбор документов задерживал получение выплат. Как сообщила уполномоченный по правам человека, проблему подняли на федеральный уровень. Внесены приказом Министерства обороны изменения, которые сегодня предусматривают осуществление данных выплат военнослужащим, получившим ранение, контузию, травму, увечья в ходе СВО в беззаявительном порядке. Упростить получение мер поддержки должен и новый сайт. Также в Телеграме создан чат-бот, который в пару кликов пришлет информацию по интересующей категории. Это может быть имущественный, финансовый и нематериальный вопрос. Информация на портале будет регулярно обновляться. Лина Зинатульна, Рамзиль Гарипов, ТНВ Казань.